Ну и последний, опять же таки, это возраст Камая. Я напомню, что Илья Михайлович родился в 1901 году, а в 1935 году, соответственно, ему было только 34 года. И по тогдашним меркам, и даже по нынешним меркам, для ректорской должности это все-таки достаточно юный возраст. Так что завистников хватало. Для нас важно понимать причины этого взлета. Связаны они, конечно, с переменами во власти в Татарской Республике. С 1933 года в Казани новый первый секретарь обкома Михаил Осипович Разумов уезжает, и на его место первым секретарем партийной организации областной становится Альфред Карлович Лепа. Вот Лепа, он уделял большое внимание развитию науки, культуры, гуманитарной сферы, национальной культуры. И, конечно, как и все руководители, он выдвигал определенные фигуры, в которых видел перспективу. И Камай как раз был из числа таких выдвиженцев Альфреда Лепа. И, кстати, признательность и высокую оценку Альфреда Карловича Гей Михайлович он сохранил до конца жизни. Есть документ, он когда выступал с лекциями, он об этом человеке отзывался очень добрыми словами. Ну вот этот успех, вот это признание со стороны руководителя парторганизации, оно предопределило и скорое падение Камая. Уже осенью 1937 года он, предварительно исключенный из партии, снятый с должности, был арестован, и началось предварительное следствие.